Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе змейстер Лукашук, і наш стрым, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Соцсеткі захопліваюць свет, але пісьменнікі не здаюцца. Цікавай літаратуры па-ранейшаму выдаецца вельмі шмат. Каб пераканацца ў гэтым, дастаткова наведаць мінскі міжнародны кніжны кірмаш. Ну ці любое іншае мерапрыемства такога кшталту, хоць у якой іншай краіне. Але ці атрымліваецца у пісьменнікаў дагрукацца да айчыннага чытача, зацікавіць, каб чыталі сваё, як перахапіць рынак у выдаўцоў і літаратараў як з усходу, так і з захаду. Пра гэта мы сёння і пагаворым з маімі украінскімі гасцямі, якія прыйшлі да нас у студыю. Гэта пісьменнік Александр Ірванец і паэт, прэзідэнт асацыяцыі выдаўцоў і кнігараспаўсюднікаў ва ўкраіне Александр Афонін. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Доброго дня. Добрый дзень слухачам Еўрапейскага радыё. Як бачыце, вось спадар Александр Ірванец нават беларускую мову адмыслова вывучыў, рыхтуючыся да эфіру на Еўрарадыё. Ну, адмыслова гэта не тое слово, але я люблю беларускую мову. Врэшце я пераклаў з яе шмат тэкстаў. Я пераклаў Владзя Арлова «Рэквіем для бензопилки» і апошнюю художнюю прозу Васіля Быкова «Пахаджане», памятуеце, ходільцы па-украінскі. Ну і яшчэ для часопісаў я шмат перакладаў Адама Глёбуса, Вінцэся Мудрова, некалькі вершаў Хадановича, ну, вось такое. Ну, от бачыце, не дарма, вот спадар Александр з Львова, і не дарма беларусы так любяць Львов, ну і ў прынцыпе всю Украіну часта туды ездзяць. Я не адкрыю вялікага сакрэта, калі скажу, што абодва спадара Александры прыехалі і бяруць удзел у мінскім міжнародным кніжным кірмашы. Я ведаю, што ва ўкраіне таксама такія вось вялікія мерапрыемствы, кніжныя кірмашы адбываюцца. Ці можете порівняти? Ну, безперечно, можу. Я хочу сказати лише одне, що на відміну від Олександра, моя бабуся, мати, всі по материнській лінії, вони білоруси. І народилась моя матінка, вона народилась в Гомельській області, на Ровлянському районі, село Буда, деревня Буда, але, на жаль, їх немає, вони попали в Чорнобильську зону відселення, і, на жаль, багатьох родичів я вже знайти не можу, вони розсіялись і по Білорусі, і по світу. Що порівняти? Безперечно, в Києві, в Україні є теж ярмарки. Я, мабуть, перейду на російську, щоб слухачі краще розуміли. В Україні є виставки, і есть уже несколько региональных выставок, которые могут претендовать, в общем-то, на все украинские. 2 года подряд в Днепропетровске была, но самыми мощными остаются наиболее давняя выставка. Это Львовский форум издателей, который уже будет 27-й год собираться подряд, так же, как и Минская выставка. Но я хочу сказать, что по объему, по количеству участников и по количеству литературы, которая выставляется на форуме, она несколько превосходит уже Минскую. В общем-то, это неудивительно, потому что и по численности населения, и по количеству изданий, которые выходят в Украине, несколько больше. И последние годы очень активно развивается и уже приобрела, скажем так, действительно не иллюзорный, а практически международный статус. Это выставка «Книжный арсенал», которая проходит в помещениях бывшего очень мощного завода «Арсенал». Вот. И даже на лондонской выставке в прошлом году был вручен книжной выставке «Книжный арсенал» сертификат о признании такого мероприятия, которое уже претендует на европейский титул, на европейское значение. Поэтому, ну, все годы, в принципе, белорусские издатели принимали участие в украинских выставках, и я надеюсь, что и в этом году они будут участниками. По крайней мере, мы с Макаровым говорили на эту тему, и он собирается организовывать издателей. Ну и кроме того, знаю, что в вашей ассоциации издателей произошли кадровые изменения, и я надеюсь, что с Савельевной мы найдем общий язык, мы знаем друг друга уже больше 20 лет, и постараемся всячески способствовать тому, чтобы белорусские издатели активнее приходили
вышли на наш рынок, ну и, соответственно, чтобы украинские издания и украинские издатели были не просто гостями на книжной выставке в Минске, а были хорошими друзьями, хорошими партнерами, и белорусский читатель активно видел то, что происходит в литературном мире Украины. Спадар Александр, я пачаў сваю прэзентацыю, так бы мовіць, са слоў пра тое, што як літаратарам, пісьменнікам дагрукацца да айчыннага чытача. А скажыце, я-то вас ведаю, і я калі сказаў, што вось сам спадар Ірванец прыйдзе да нас у госці, скажа: о, это ж вельмі добры пісьменнік. Але скажыце, наколькі наколькі вы лічыце, вы вядомыя ва ўкраіне, вас широка читают, и ці так широка, як вы б самі хотели? Не, зразумела, што хацеў бы больш. А так, я думаю, гэта справядліва. Нейкае імя ў мяне ёсць, і штосьці напрацованае. І, не знаю, мои кніжкі купуюцца, прадаюцца, расходзяцца. Хіба так, як я на то заслужыў. Я до чего пытаюсь? Просто наши белорусские письменники... Ну, ему не скромно говорить. Я хочу сказать, что Ирванца в Украине знают и читают. Наши беларускія пісьменнікі, асабліва тыя, якія пішуць менавіта на беларускай мове, скардзяцца, што невялікімі накладамі выходзяць іх кнігі, што не асабліва беларусы цікавяцца, што калі чыста з літаратуры, са сваёй пісьменніцкай творчасці, то на жыццё не хопіць. Цяжка пражыць. Выбачайце, калі ў цябе выходзіць там 500 асобнікаў, а калі ўжо там 1000, 2000, і нават калі ты гэтае прадаў і яшчэ 1000 замовіў, это ўжо вау, это ўжо ўсё. А у вас? Прапорцыя, то, пра што казаў спадар Афонін на пачатку, нас проста украінцаў арыфметычна больш, і больш пісьменнікаў, больш чытачоў. Не нашмат больш. Будем шчырымі. В Украіне тоже не так, каб людзі зачытывались, але, прапорцыянальна больш. А навогул я ведаю гэтую сітуацыю, я ж працую, я маю шмат сяброў, і Владимир Орлов, Андрей Хаданович, і малодшыя, Вера Бурлак, Віктор Жибуль тут. Гэта ўсё мае добрыя сябры. І я ведаю іх наклады, я ведаю сітуацыю у вас. У вас же яшчэ, наколькі я ведаю, у вас не ўсіх кніжкі бяруць у кнігарні. Так это ёсць, Змейцер? Апошнім часам, все адно, складана. Калі ў дзяржаўныя кнігарні, то да. Напрыклад, якась жартуючы, Андрей Хаданович вельмі папулярны ва Ўкраіне. Ён прыязджаў ужо, і ён у мяне і в Ровно быў. Я нарадзіўся во Львове, а жыву я в Ровно і в Ірпене пад Кіевам, так, на 2 гарады. І я яго спытаў, кажу: Андрею, а вось так арыфметычна чыста, у цябе больш шанавальніц в Украіне, ніж у Беларусі? Ён так замысліўся, сказаў: напэўна, так. Як все ж таки, на вашу думку, справиться з гэтай сітуацыяй? Я разумею, можна сказаць, пішыце лепш, і вас будуць чытаць, але калі пішаш народнай мове, я разумею, што зараз сітуацыя з мовай все ж таки в Украіне і ў Беларусі, она розная, але былі ж часы, калі і в Украіне так перавагу рускай мове, рускай літаратуры аддавалі. Я ведаю, я памятаю тыя часы. Украіна іначай на гэта заўсёды глядзела. Напрыклад, і в тыя часы, у цяжкія, вялікія наклады мелі такія імёны, як Павло Загребельны, Дмитро Павлычко, Ліна Костенко. Ліна Костенко, у яе выйшаў гэты роман у вершах «Маруся Чурай». Выдалі в серії, была такая серія романы і повесці, і гэта кніжка выйшла накладам 100 000 асобнікаў. Разумееце? І яна разышлась. Гэта ўсё залежыць ад імён. Я ведаю, якімі накладамі прадаюцца і выдаюцца беларускія пераклады, беларускамоўныя пераклады Светланы Алексеевич. Я гэта ўсё ведаю.
нічого не параджу тут. Гэта павінны самі пісьменнікі думаць. Ну і такая найпрасцейшая рэч прамоцыя. Прамоцыя, трэба ездзіць. Наколькі я ведаю, шмат ездзяць. І Арлов, і Хаданович ездзяць са сваімі кніжкамі. Ну так трэба, але калі кніжкі няма ў кнігарні, то гэта не добра. Да. Это вопрос не только к писателям. Дело в том, что и все страны мира, они переживают информационные, так скажем, технологии тяжело. Появилось множество отвлекающих моментов. Это интернет, это социальные сети, это Инстаграм и так далее. И молодое поколение, которое, как ни странно, в отличие от тех времен, которые мы сегодня называем советскими, их особо не мотивировали к чтению, ими не занимались. И я думаю, те же проблемы в Украине и в Беларуси, они схожи. В последнее время начали говорить о том, что нужно реанимировать не издателя, а реанимировать читателя. Читателя, потому что уже доведено психологами, читающий человек, он мыслит по-другому, он способен, так сказать, отличать зерна от плевел и не принимать фантазии, фейки за реальность и так далее. И в последнее время в Украине начали заниматься этим вопросом. Сейчас разрабатывается методика для работы с дошкольными детлахами, с младшей школой, методика прививания, так сказать, навычек чтения, культуры чтения. Мы должны вернуть чтение. В отличие от европейских стран, где еще в 80-х годах увидели, что нечитающий человек, он быстро деградирует, он превращается в своего рода механизм, выполняющий какую-то работу, но не способен к креативному осмыслению, объективному осмыслению действительности, наработке новых идей и так далее, и так далее. И чем дальше, тем больше приходит понимание. Сегодня очень много говорят о том, что отмирают много профессий, появление робототехники и так далее. И, как ни странно, на первый план выходит не столько способность, умение делать что-то руками, сколько способность мыслить, оценивать, выдвигать новые идеи, научные теории и так далее. И если те, кто думает, что да бог с ним, с этой книгой, не читает ребенок, пускай не читает. Он завтра будет рвать волосы на голове и говорить: боже, я своего ребенка оставил вне этого мира, я превратил его в заложника, он не способен мыслить, он не способен обрабатывать мощные литературные, не только литературные, технические материалы, там, инструкции и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому уже сегодня очень многие задумываются в Украине о том, что ребенку надо знать не столько знания, сколько способность этими знаниями пользоваться. А он сможет ими пользоваться тогда, когда он будет приучен работать с текстами, читать. Причем не настолько важно, это бумажная книга или электронная книга, потому что книга в любом случае – это знание. Это сгусток знания, которые человек, усвоив на этой базе, он уже способен анализировать все происходящее. Вот, спадар Александр, цікава вот гэтая думка наконт прывучыць чытаць. Памятаеце, за савецкім часам, калі цяжка было яшчэ там з кніжкамі раздаваць макулатуру, трэба было здаваць, каб кніжкі купіць. Там на сервантах зашклёных стаялі прыгожыя шматтомныя кніжкі, а бывае, дастаеш, прыйшоўшы в госці да каго-нибудь, а бачна, што тую кнігу ні разу не адкрываць. Да. Вот ваша кніга выйшла, яна разышлася вялікім накладам. Вы прыходзіце ў госці да кого-нибудь, там кніжка ваша стаіць і пытаеце: а ты яе чытаў? Ці просто так стаіць? Вот як вот здараюцца такія выпадкі? Наколькі чытаюць тое, што купляюць? Ну, у мяне, як я магу адследзіць рэцэпцыю маіх твораў, ну, мяне чытаюць. З'яўляюцца рэцэнзіі, не заўсёды схвальныя, і гэта тоже вельмі добра. Мяне чытаюць маіх сяброў, Андруховіча, іншых украінскіх пісьменнікаў, і чытаюць больш, ніж ад мяне. Андруховіча, Жадана, Куркова чытаюць на парадак, в 10 раз больш, ніж мяне, а в Украіне ёсць гэтая чытацкая, гэтая пенка на супольстве,
Ну, хотелось, чтобы она была толще. Но я хочу сказать по поводу библиотек домашних, где стояли тома и так далее. 3 года назад одно из агентств проводило исследование на предмет личных библиотек в семьях граждан Украины. И вот привели такие интересные цифры, что по состоянию на 91 год 48-49% украинских семей были личные библиотеки с количеством книг более 500. А сейчас, по результатам исследования, где-то около 12. И сегодня, как правило, люди, которые покупают книгу, они не обязательно оставляют у себя в библиотеке. Они прочитали, и, в общем-то, чтобы не занимать место, есть, конечно, библиофилы, которые собирают, коллекционируют и так далее. И у меня собственная библиотека, почти 7 тысяч наименований. Причем первые книги я покупал еще будучи слесарем авиазавода в конце 60-х годов. И эти книги у меня стоят, я их не выбрасываю. И я, пускай не каждый год возвращаюсь, но я все равно пересматриваю, возвращаюсь. И многие из тех книг, которые я покупал, я открываю как впервые, хотя они были прочитаны, там, скажем, в 75-м или в 76-м году, и желания выбросить у меня их почему-то нет. Потому что в этих книгах есть вечные истины, независимо от политической ситуации или общественного строя. Кстати, вот я ведаю, что ёсць пэўная забарона ва ўкраіне на літаратуру, якая выйшла ў Расіі. Ну, я разумею, там информационная война, вот как не трапляла литература такого пропагандистская и все остальное, ну, и вот просто як с пункту гледжання с позиции выдавцов. С одного боку, украинскому выдавцу гэта добра, гэта дае магчымасць больш самім працаваць, больш самім выдаваць, але ці не было такого выпадку, калі вот вы сели и глядзіце, вот что вам принесли там некие там творы, вот выдать, прочитали их и думаете, боже мой, да тут же ж нема чего, ну это ж вот какое-то вот ерунда какая-то. Ну, дело в том, что я смотрю на это как президент Ассоциации издателей, скорее как политик или человек, который видит книгу не в разрезе исключительно литературного материала, а как инструмент формирования личности. И сегодня, к сожалению, я могу сказать, что очень многие жанровые ниши, которые чрезвычайно важны для развития человека, украинские издатели заполнить не могут. Причина проста. Это издания, которые выходят крайне маленькими тиражами. Это технологическая литература, это специальная литература, это медицинская литература. И для украинского потребителя эта книга издана на количество, скажем так, с учетом спроса на эту литературу в Украине, она станет неподъемной для тех людей, которые работают в этой сфере. Она будет стоить там по 1000 гривен один экземпляр и так далее. И поэтому отказываться всецело от российской книги, причем это не всегда российские авторы, а это качественные переводы на русский язык европейской, мировой литературы, связанные с научными учреждениями, высшими учебными заведениями, где готовят специалистов в Соединенных Штатах, в Англии, в Британии, в Китае, в конце концов, сегодня. И поэтому, да, есть ограничения на литературу, скажем так, политического плана или антиукраинскую литературу, которая, ну, я думаю, любому человеку неприятно, если он считает, что он умный, и окружающие его, а из-за забора человек говорит, да он дурак, он вообще никто, его можно, так сказать, топтать землю. Я не думаю, что эта литература добавляет человеку уважение к самому себе, к своей нации, к своей стране. Поэтому вот эти ограничения, в общем-то, они нормальные, но отказываться полностью, отказываться от обмена научными мыслями. Для этого уже много лет назад были подписаны специальные протоколы международными организациями по свободному обмену литературой, научной, технологической литературой, которая работает на развитие цивилизационного общества. И да, есть запреты. Да, иногда попадает литература, где нет ничего антиукраинского, но читать там, собственно, нечего. Ты прочитал, посмотрел, и в сухом остатке ничего не остается, кроме набора слов. Но в любой литературе существуют
подобные произведения, и не только в украинской, российской, белорусской, и мировая литература. Мне когда-то попался перевод книги, которая в Украине, не буду называть автора, издана в Соединенных Штатах, которая была суммарным тиражом более 1 миллиона экземпляров, но она была настолько раскручена, это то, о чем говорил Александр, да, она была раскручена в информационном пространстве, что человек, даже не думая о содержании, он просто покупал. Со всех экранов, со всех афиш кричало: это супер-супер книга, это вот лучше нет. Ну, книгу раскупили и забыли о ней через 2 месяца. Такая есть литература. Но, как говорила моя покойная бабушка, если ты вышел в лес даже в 12 часов дня, ты все равно найдешь своего гриба. Поэтому и даже такая литература находит своих сторонников, пусть их будет там 5, 10, 20, 30, которые с пеной у рта будут рассказывать, что эта книга суперсодержательная, ее обязательно надо прочитать всем. А я додам 2 слова, каб так, такую вясёлую нотку. Спадар Афонін, праз яго пасаду, шэф асоцыяцыі выдаўцоў, у яго ёсць дасведчэнне, да яго і прынасілі рукапісы і казалі: бяры, выдавай, і прыносілі пачкі кніг, казалі: бяры, распаўсюджуй. І вось то у яго гэта ёсць. 3-4 человека в неделю приходят с бессмертными произведениями или уже изданными книгами тиражом 10-15 тысяч экземпляров под кредиты, взятые под залог квартиры, гаража, машины и так далее. То есть человек считает, что он написал супер-супер гениальные произведения. Приходили даже люди с письмами, что они претендуют на Нобелевскую премию. У меня до сих пор лежит новый Кобзарь, написанный народным депутатом, бывшим народным депутатом. Я ведаю, про кого идет. Это было состояние шока. Мы до сих пор достаем цитаты, если хотим очень сильно посмеяться и отвлечься от нашей обыденности. Ну, так само корисная справа, хоч повеселіў людзей. Ну, спадар Александр, але вот мне цікава сапраўды, вы так чалавек ужо вопытны, шмат у літаратуры, шмат выдалі, напісалі. Я так подозреваю, что вельмі шмат часу траціце, ну, як это кажуць, працы над словом, каб это добра все выглядала. Зараз я ведаю, там, ну, вялікая цікавасць ва ўкраіне да літаратуры па-украінску, уже, ну, патрыятызм такі, некаторыя там з-за патрыятычных пачуццяў, вот кнігу па-украінску трэба купіць. На гэтай хвалі некаторыя, вот такія, як спадар Александр сказаў, выдаюць сваё, і людзі купляюць, і вы, можа быць, там где-то паглядзіце і думаеце: ну, сапраўды, абы што? А вот выдаецца, і там тады гэты пісьменнік кажа: я пісьменнік, ходзя з гонарам, як Паўлін. А вам не крыўдна, калі вот, што вы стока паклалі, ну, гэты вот выскачыў? Мне не бракуе, мне не мулі. Як? Я ведаю ўжо, колькі гэтых імён, колькі маладых, ужо не маладых паэтаў, якія мне і нам, нашай групе Бу-Бабу, так в вочы гаварылі: ось я выдам кніжку, я вас пераплюну. І яны выдалі кніжку прачыталі, пра них ужо забыліся, а мы далі ёсць. Мы далі ёсць, і, ну, і якийсь час яшчэ прабудзем. Я на гэта рэагую абсолютно нормально. Гэта ёсць літаратурны працэс. Там всякае сплывае, нешта каштоўнае на дне, цяжкае застаецца, а то, што сплывае, яно такое, не то, што на дне. Я на гэта гляджу нормально. У мяне, каб вам, значить, я не знаю, полестити, польстіть, як по-беларуску. Я скажу, що коли я викладав в університеті Острозької академії, я шмат туди повозив людей, там був і Орлов, і Хаданович був у мене там, і принаймні в Острозькій академії студенти читали по-беларуску, ну то головна эта книжка в Україні. Вы не думаете, что Острога в Беларуси? Хотя ж батька Константин, это ваш. И читали Хадановича, Бахаревича, Северина Квітковського, он мне презентовал свою книжку, и я тоже, я ее в Киеве показал, у меня одразу забрали читать, 2, 3, 4 человека. У нас люди уважные, я ведаю, что в Киеве зараз
Некалькі моих сяброў читаюць Бахарэвіча «Сабак Европы» і то в арыгінале. Я не ведаю, хтосьці будзе перакладаць, як гэтую бальбуту яны будуць. Там мова, спецыяльна бальбуцька мова. Це я для Афоніна поясню. Ну, і мне падабаецца, я сам тоже шмат расказваю про беларускія навінкі людям, сябрам, і я заўсёды, я тут прыехаў, завтра я яшчэ покажу, калі мы скончым, я прывёз тут кніжку Васіля Быкова «Мёртвым не баліць», украінскі пераклад 66-го года. Украінская дыаспора выдала, кніжка выданая в Нью-Йорку. Калі яго тут білі, грамілі за гэты роман, яго выдаў наш пераклаў, наш выдатны літаратуразнаўца Іван Кошелівець, і гэтая кніжка ў мяне, яна вось тут ёсць. Трэба ісці, каб не скрадлі. Ну да, за такую кніжку, канешне. Спадар Александр, мне вот вельмі цікава ваше слово про тое, што трэба выхоўваць чытача. Скажыце, а хто гэта павінен рабіць? І наколькі гэта магчыма ў нашыя часы кароткіх твітаў, калі вот ужо больш чым 3 сказы 4 ўжо і складана прачытаць чалавеку? Это должно идти через те учреждения, которые, в общем-то, воспитывают и обучают наших детей. Это дошкольные учреждения, садики детские и так далее. Есть методика, и она была методика. Всему миру известен наш видатний українською мовою педагог Василь Сухомлинский. У него есть великолепные сказки для детей, коротенькие, поучительные. Я мог бы привести пример, когда родители сами проводили эксперименты в школах, работая с первоклассниками. У меня есть одна знакомая, Наталья, она в прошлом имеет образование педагогическое, начальная школа, но сейчас она крутая бизнес-леди с большим объемом. Ее дочь пошла в 1 класс. Она пришла в школу и сказала учительнице: давайте мы займемся не моим ребенком, мой ребенок читает уже хорошо, а детьми, которые в классе, потому что окружение тоже должно читать. Учительница сказала: да нет, вы знаете, нам хватает учебника, у меня так мало времени, так много работы. Она пошла к директору, директор сказала: да вы знаете, у нас вот куча документов Министерство образования присылает, какое чтение, какие навычки, они и так по букварю научатся, а книги это не обязательно. Она говорит: давайте я тогда сама возьмусь, дайте мне возможность каждое утро, я буду приходить на полчаса до уроков, я буду заниматься с детьми. К концу года все дети читали. Была создана библиотечка в этом. Она сама распечатывала Сухомлинского рассказы и раздавала каждому ребенку. И они обсуждали, собирались. Через месяц дети бежали и кричали: я прочитал, я хочу рассказать, как я это понимаю. И хотя класс был В, а как обычно в школе набирают А, это богатые родители, якобы умные дети. Б – это так, где-то между. А В уже подребли кого. И оказалось... Есть еще Г. Да, еще Г, еще есть сейчас в некоторых киевских школах и Е, и Ж, и К, так далее. и Л. Вот. И оказалось, что по результатам этот класс вышел на первые позиции по успеваемости. Дети бежали в школу с книгами. Но я скажу, первый раз, когда она обратилась к родителям в классе, принести книги, чтобы создать библиотеку. И родители сказали: да, конечно. И на следующий день принесли дети книги. В классе было 28 детей. Принесли 28 книг. Из них были 3 детские. Кто-то принес строительные материалы и конструкции, кто-то принес стоматологию. А где ты взял? Папа дал, мама дала. То есть отношения у родителей, они не думают о том, что ребенок должен подниматься в чтении от ступенечки к ступенечке, от самых простых, нарабатывая опыт чтения сложных текстов, умных текстов, научных текстов и так далее. Мне говорят: вот мы сейчас займемся, в Украине говорят, вот прошла это исследование ПИЗа, которое показало, что в Украине подростки мало читают, плохо читают там, и так далее, и так далее. Говорят: вот мы займемся 10-классниками, 11-классниками. Я говорю: вы знаете, это все равно, что пытаться догнать ушедший поезд. И ушедший не 5 минут назад, а 10 лет назад. Поэтому, если мы хотим вернуть в общество чтение, надо заниматься с тем материалом тонким, чувствительным, как глина, свежая глина, с которой лепят горшки и все остальное, маленькими детьми. Вернуть восприятие мира через книгу, умную, хорошую книгу. И работать так, как работают европейские. То есть писатель, пишущий для детей, должен понимать психологию. Не просто
маленького ребенка, а ребенка 4 лет, 5 лет, 6 лет. То есть это тексты, рассчитанные на определенную возрастную категорию. Спадар Александр. Я дадам Да, яшчэ конечно. два слова. Я недавно выступаў у сваім родным горадзе Ровна, і гэта была прэзентацыя такой кніжкі, такія падарожнія нататкі ад імені Нядведзя Сцяпана. І хаця ж кніжка не для дзяцей. І вось прывялі дзяцей на одну, там было 2 сустрэчы, і на першую прывялі дзяцей з школы. Ну так было дамоўлена, гэта бібліятэка для дзяцей і моладзі. І вось сядзяць дзеці по 12 гадоў, і я ім нешта павінны расказваць. І я беру, а там в гэтых падарожных нататках там можа згадваецца Норвегія і Кнут Гамсун, норвежскі пісьменнік. І я кажу: дзеці, а ведаеце, Кнут Гамсун меў Нобелевскую прэмію. А ведаеце, што гэта такое? Гэта найвышшая ўзнагарода для пісьменніка, і за гэта даюць $1 000 000. І у дзяцей расплюшчваюцца вочы. І я кажу, і калі хочаце чытаць добрую літаратуру, шукайце нобелевскіх лаўрэатаў. А калі самі хочаце пісаць, то тады тоже старайтесь так пісаць, каб дастаць гэтую прэмію. І яны так адразу якось спрынялі гэта. То значит, можна знайсці якийсь шлях заўсёды достукацца, і цябе пачуюць. А якія жанры літаратурныя актуальныя і модныя, папулярныя ва Ўкраіне? Вот у нас скорее мне надо говорить, а не Александру. Я думаю, что Спадар Афонін статыстыку ведае, а себе адразу коротко скажу, у нас якийсь такий ренесанс переживає великая проза. Там наша Марія Матіус, это наша вядомая письменница, выдала такую, яка це земля, Букова земля, штось і на 900 сторонок. Там і ёсць шмат таких сур'ёзных кніг, і таксама неблага трымаецца паэзія. Паэзія выходзіць. У паэзіі наклады малыя, але шмат новых цікавых поэзия во всем мире — это дотационная литература. Прошу, как поэт еще, Александр. Ну, дело в том, что мои книги выходят. У меня вышло 8 сборников стихов, но я не занимаюсь их. Для меня это, так сказать, как сказал один мой знакомый, тоже поэт, Алексей Кононенко, которого Саша хорошо знает. Он сказал: Саша, ты пишешь дневники стихами. И мои читатели в основном в социальных сетях, я утром и вечером размещаю стихи. Старательно оптимистичные, потому что сегодня люди живут в таком тяжелом информационном мире, проблемы, беды, гриппы и все остальное, и хочется немножко дать чуть-чуть радости. Но что касается литературы, очень чувствительной, очень заметной тенденцией стало последние 4 года в Украине – это переводные издания. Не столько издания украинских авторов. И это началось после принятия закона об ограничении ввоза литературы с Украины, и началось с литературы нон-фикшн. До 2014 года фактически эта ниша в Украине была пуста. У нас и наши не писали литературу эту, и переводная в основном, если и поступала, то поступала с Российской Федерации. И в 2014-2015 годы они, в общем-то, характерны прорывом как раз переводов на украинский язык наиболее, так скажем, известных, наиболее интересных произведений европейских писателей именно в жанре нон-фикшн. И я хочу сказать, что очень стремительно выросли эти цифры. Если в 2014 году было 1000 наименований переведено общим тиражом чуть больше 1 миллиона, то уже в прошлом году было 3700 названий общим тиражом больше 8 миллионов. То есть эта литература сегодня читается, она полезная, хотя с точки зрения, скажем, как специалиста, потому что я все-таки скорее политик, чем издатель, хотя я был директором издательства мощного и так далее, они не всегда для нас приемлемы с точки зрения технологий политических и так далее. Мы отличаемся менталитетом от американцев, от французов, от немцев, и те вещи, которые интересны сами по себе, не всегда на практике применимы в Украине. Но люди читают. И очень быстро развивается у нас, как ни странно, вот детская литература. Она пошла, появилась целая
як українською мовою, низка письменників, которые пишут для детей, и издаются эти книги достаточно пристойными тиражами, потому что 3000 экземпляров детская книга для Украины – это неплохой тираж. И самое интересное, что эту литературу начали активно покупать зарубежные издатели. Вот у нас есть издательство «Старого Лева», оно тоже, так сказать, нашло 5 лет назад инвесторов, которые бросили деньги, они начали активно развиваться и сегодня находятся, так скажем, на пике своего развития и занимают рейтинговые строчки в списке издателей Украины. Они в прошлом году, если не ошибаюсь, они продали около 60 права на издание около 60 произведений детских авторов Украины во много стран мира, включая Китай, Японию, Штаты, Англию, Францию и так далее. То есть рынок детской литературы, он очень активный. Но, к сожалению, то, что мы называем «Укрсучлит», украинская современная литература, она страдает из-за этого. Почему? Потому что, к сожалению, издательская отрасль Украины, она имеет крайне низкую капитализацию. То есть фактически объем денег, который вращается на рынке, из года в год не возрастает. А если возрастает, то речь идет там 2, 3, 4, 5 миллионов долларов, что есть непоказательным и не есть таким стимулирующим. Поэтому издатель, меняя жанровую нишу, в которой он работает, там, скажем, переходя к переводам, он жертвует чем-то или кем-то с украинских авторов. И сегодня мы очень остро ставим вопрос о проблеме не столько бюджетных денег для издательских программ, которые будут делить там какие-то эмиссары, эксперты и так далее, сколько о специальной кредитной политике для издательского бизнеса, для того, чтобы издатель мог работать с дешевыми деньгами, не жертвуя авторами украинскими, а наращивая объемы, наращивая тиражи этих изданий. Вось гэты момант быў бы асабліва цікавы для нашых чыноўнікаў, якія б маглі таксама нешта падтрымліваць і перанімаць опыт. Вельмі цікавая размова, на жаль, нам трэба ўжо закругляцца. Хто хоча яшчэ бліжэй пазнаёміцца і з самімі маімі сённяшнімі гасцямі і з іх творчасцю, наведвайце, калі ласка, мінскую міжнародную кніжную выставу. Яна будзе яшчэ цягнуцца некалькі дзён, але спяшайцеся, бо можна і спазніцца. Такім чынам, сёння в эфіры Еўрарадыё былі пісьменнік львоўскі, украінскі Александр Ірванец і паэт, прэзідэнт Асацыяцыі выдаўцоў і кнігараспаўсюднікаў ва ўкраіне Александр Афонін. Дзякуй, слухайце і глядзіце Еўрарадыё.